Гены казахов. Что говорят ученые? Почему в Казахстане из поколения в поколение передается крепкое здоровье, высокая выносливость и уникальные внешние черты? Ученые все чаще находят ответы в древних традициях и генетике. Доктор медицинских наук Айнур Акильжанова, руководитель департамента геномной и персонализированной медицины, в интервью заявила: в казахской популяции издавна отмечается низкая распространенность ряда наследственных заболеваний. Это результат сложившихся культурных норм, в том числе известной традиции жития-ата, запрета браков между родственниками до 7-го колена. Такая модель сохраняла разнообразие генов и препятствовала соединению потенциально вредных мутаций. По мнению специалистов, именно это стало одной из причин крепкого здоровья степных народов. Акильжанова отмечает: мы практически не встречаем у казахов некоторых наследственных мутаций, типичных для других регионов мира. Например, в нашем исследовании по раку молочной железы мы увидели, что мутация BRCA1, как у актрисы Анджелины Джоли, встречается крайне редко. Но есть и еще один фактор, улучшающий здоровье будущих поколений. Это естественное генетическое разнообразие. На территории Казахстана веками происходило переселение, смешение, миграции. Кочевой образ жизни, межплеменные браки, исторические волны переселения в советское время – все это способствовало формированию богатого и устойчивого генофонда. Смешение генов в разумных пределах – это всегда биологическое преимущество. Говорит ученая. Люди становятся выносливее, выше ростом, красивее и здоровее. Так работает природа. Интересно, что группа ученых из Назарбаев университета даже предлагала провести масштабное ДНК-исследование, сравнив древние останки из курганов с ДНК современных казахстанцев. Мы хотели узнать, действительно ли люди из саковских и усунских захоронений являются нашими генетическими предками. Но пока проект отложен по финансовым причинам. Отмечает Акильжанова. Так что же мы знаем о себе? Казахский генофонд – это результат вековой мудрости, культуры и открытости миру. И именно в этом кроется одна из тайн здоровья и красоты народа Великой Степи.